Если вам уже за 40 и частенько бывают сердечные колики, то, как говорят кардиологи, тянуть с обследованием не стоит. Велика вероятность сердечного приступа. Этот пациент поступил в Национальный центр кардиологии накануне. Диагноз – острый инфаркт миокарда. В данном случае было проведено оперативное вмешательство – стентирование. Для этого в кровеносный сосуд необходимо ввести специальный хирургический инструмент. Мы заходим с артерии руки, с артерии руки заходим и доходим до сердца и там восстанавливаем кровоток. Вот что стентировали. И как сейчас чувствуете сегодня? Нормально. Да. Уже лучше. Пациент состояние удовлетворительное. Вчера тяжело было. Да, он у нас наблюдался и сегодня переводится в отделение, в обычную палату. Острый коронарный синдром, или как его иначе называют, начинающий инфаркт миокарда. Сегодня этот диагноз значительно помолодел. Такие аппараты, как ангиографы, в нашей республике на вес золота. Это современное оборудование – настоящий спаситель в деле рентгенологического исследования сосудов. К примеру, на этом экране можно наблюдать за объемом питательной артерии для сердца. Если специалист видит критическое сужение артерии, значит есть атеросклеротическая бляшка. Кровь циркулирует плохо, а это признаки инфаркта. Ну и в данном случае, вот как вы видите, проведено стентирование с восстановлением кровотока по данной артерии. Вовремя оказания помощи сохраняет почти весь миокард сердечной мышцы, да? Экстренно оказать помощь пациентам-сердечникам, к сожалению, получается не всегда. Причин тому много. Например, аппаратов-ангиографов в государственных клиниках Кыргызстана всего 4. 2 в столице и по 1 в Аше и Джалалабаде. Рассмотреть закупоренный кровеносный сосуд и ввести в него титановый стенд, покрытый специальным средством – первостепенная задача для предотвращения очередного инфаркта. Потребность в этом оборудовании крайне высока, отмечают специалисты. По данным Всемирной организации здравоохранения, примерно половина смертей в нашей стране приходится на долю сердечно-сосудистых заболеваний. Крайне важно пациентам с начинающим инфарктом миокарда оказать помощь в первый час. Это так называемое правило золотого часа. То есть в это время сразу же ввести препараты, которые растворяют тромб и восстанавливают проходимость. Во вторую очередь проводятся ангиографические исследования на аппарате ангиограф, где визуализируются после введения контраста все артерии, пораженные артерии. И если там около 70% занимает просвета артерии бляшка атеросклеротическая, то необходимо расширить этот просвет. И такие технологии у нас действительно используют. В Центре кардиологии ежедневно исследуются в среднем 10 пациентов с проблемами сердца. По словам Акпая Сарыбаева, хотя бы 20 единиц аппаратов-ангиографов могли бы значительно уменьшить статистику сердечно-сосудистых заболеваний. Впрочем, проблема есть и в лекарственном обеспечении. Медикаменты, способные растворять тромбы, не завозят уже с прошлого года. Вместе с тем, как говорят врачи, лучше предотвратить недуг, чем его лечить. Профилактике проблем с сердцем следует уделять особое внимание. Прежде всего следить за артериальным давлением, сдавать анализы на холестерин и сахар, ну и, конечно, вести здоровый образ жизни. Алексей Немашкал, Рахат Джаныбеков, Асхат Касымбеков, НТС.